Горная река Самур, преодолевая свой путь по глубокой и узкой долине Кавказских гор, впадает в Каспийское море. Принимая многочисленные притоки, постепенно становится большой рекой с бурным течением. С долиной реки Самур связано много столетий почти беспрерывных войн, военных походов и конфликтов, мятежей и восстаний. Все военные походы с юга на север и с севера на юг проходили через эту долину. На правом берегу реки Самур на исторической дороге расположено довольно большое село Кириг. В селе 310 домов. Численность населения составляет около 1450 человек. Белоснежная вершина горы Шахдаг словно благословляет эти земли, оберегая от холодных ветров зимой, освежая прохладой жарким летом. Село Кириг с одной стороны окружают яблоневые сады, с другой – нивы с зерновыми культурами. Лесной массив, который расположен рядом, всегда манит к себе на прохладу. Построена в 2009 году новая школа – особая гордость села. Ведь старая школа, которая когда-то была зданием управления колхоза, не позволяла провести учебу на качественном уровне. Здесь имеются просторные светлые классы, спортивный зал, актовый зал, лаборатории, библиотека, отдельные кабинеты, оснащенные современным оборудованием. Это замечательный подарок властей современного Азербайджана местным жителям. Каждый год выпускники школы проводят встречи со своими учителями. Это стало традицией. В селе имеются клуб, библиотека, ясли, детский сад, медицинский пункт, объекты торговли и быта. На память о старом селе остались две фотографии, сделанные в середине 20 века. Автором фотографий является Кази Ахмедов Амрулах Киригви. Территория старого села для населения Кириг является местным заповедником. Эта земля усеяна могилами их предков. Смотришь на эти надгробные камни, и перед глазами появляются контуры жизни дедов и прадедов. Ходишь по тропам, где они шли, на повседневную работу, в гости друг к другу, на свадьбу, на похороны. Словом, это была другая, далекая, но очень нам родная жизнь. Разве что неизменными остаются тот же ветер, то же солнце. Если бы заговорили эти могилы, какую весточку они нам передали бы из глубины истории? Сколько раз было разрушено село в результате землетрясений, ураганов, вражеских нашествий, не сосчитать. Но каждый раз храбрый и трудолюбивый народ восстанавливал село заново, своим упорством заставлял недружеские силы отступать. До конца 15 века нашей эры в данной местности на разных участках располагались отдельные родовые домовладения. Они состояли от 3 до 7 домов. Каждый род состоял из 3-4 поколений близких родственников. Имя первого поселенца на данной местности был Кирик. Дословное значение этого имени – вестник, то есть человек, который передает вести, новости, объявления. Он же образовал здесь первый род, который назывался Киригар. По легенде, название поселения пошло от этого рода. На сегодняшний день на лезгинском языке село называется Киригар или Киригрин-Хюр.
На месте обоснования рода Киригар сейчас остались вот эти могилы. Отсюда начинается история села. По-настоящему место святое. В 1456 году глава сефевидского религиозного ордена шейх Джунейд из Эрдебила, Персии, со своими 10-тысячными сторонниками двинулся на север в сторону Дербента, чтобы создать свое государство. В долине Самур состоялись ожесточенные бои. Для предводителя сефидов это сражение стало последним. Шейх Джунейд был смертельно ранен в сражении на левом берегу реки Самур в селении Гыпчак. На месте, где похоронили его, построили мавзолей, который и ныне стоит там в своем великолепии в селе Яргун. После смерти шейха Джунейда началось паломничество на его могилу. Одним из них был Дервиш Мухаммад, мыслитель, художник, целитель, религиозный деятель, который побывал здесь в конце 15 века. Остановился Дервиш Мухаммад здесь, в селении Кириг, на зимовку. С помощью местного населения построил Завию, обитель, уединенное место, в котором жил, проводил свои дни в молитвах. Здесь же велось обучение местного населения чтению Корана. Известие о Дервиш Мухаммаде распространилось в ближайшие поселения. Люди начали посещать обитель. Каждый приходил к Дервишу со своими проблемами и не оставался без внимания. Вокруг обители постепенно началось строительство домов. Общими усилиями заложили фундамент и построили мечеть. Постепенно поселение приняло облик компактного села. Село получило дальнейшее развитие от язычества к исламу. После отъезда Дервиш Мухаммада его обитель стал местом религиозного поклонения, святым местом. До сих пор совершается паломничество верующих на пир Дервиша Мухаммада. До прихода исламской религии население жило по законам язычества. Основным объектом поклона было солнце. На лезгинском языке солнце называется Ра. После принятия ислама языческие обряды и праздники, то есть идолопоклонство, стали идти параллельно с мусульманскими. Зачастую они смешивались, добавляя себе религиозные окраски. Следы идолопоклонства в различных обрядах дошли до наших дней. Ярким примером являются эти могилы. Возраст данных захоронений неизвестен. В науке такие захоронения известны как корытообразные дольмены. Оно представляет собой хорошо обработанную каменную глыбу корытообразной формы с закругленным верхом. На лицевой стороне надгробного камня изображены элементы бюста женщины и ниже фигурные надписи. По соображениям историков, они больше похожи на заклинания. А этот одинокий старый дуб известен в селе как дерево от зубной боли. Долгие годы тут совершался такой обряд. Житель села с зубной болью подходил к дереву с молитвой о помощи и забивал гвоздь в его ствол. По количеству забитых в него гвоздей можно судить о возрасте дерева. Это является ярким примером идолодерева, то есть язычества. Мужчины в селе с малых лет воспитывались в духе патриотизма. Сильными, смелыми, справедливыми. Конфликты между родами всегда были, но не всегда доходили до кровопролития. Чувство кровной мести возникало из-за убийства, оскорбления словом и делом, осквернения домашнего очага, нарушения согласия о браке и так далее. Если невозможно было избежать столкновения, то конфликты решались таким образом.
В селе была яма справедливости. В условное время собирались все возле ямы. Враждующие стороны выделяли своего бойца в национальной одежде с родовыми отличиями. Спускали их в яму, связывали глаза и давали им в руки кинжалы. При полной тишине начиналась схватка, которая продолжалась либо до первой крови, либо до смерти противника. Конфликт таким образом решался, но чувство мести не покидало проигравшую сторону. Порой оно переходило из поколения в поколение. Частенько их примиряло возможное будущее сближение родов, то есть появление родственных отношений. Яма справедливости также служила местом состязаний по борьбе сильных и храбрых юношей. Сейчас мы видим остатки сельской мечети. Разрушение мечети началось в 70-е годы XX века при этапе завершения переселения жителей села на равнину. Советская пропаганда по уходу от религии ускорила процесс распада мечети. Мечеть была построена в XVI веке. Основными строительными материалами были крупный речной камень, известково-глиняный раствор и дерево. Местом строительства мечети выбрано так, что отсюда видна вся долина Самур. В те времена хороший обзор местности всегда был важен. Со временем деревянные части мечети начали разрушаться. В 1884 году, а по арабскому календарю это 1306 год, мечеть была реставрирована. Были заменены деревянные части строения, а купол полностью отстроен заново. Мечеть сыграла особую роль в истории села. Здесь была религиозная школа. Регистрировались рождение детей и смерть, бракосочетание, заключение разного рода договоров между особами и так далее. Фактически все управление селом происходило тут. Дорога вдоль реки Самур тысячелетиями служила народу как важная жизненная артерия. Она соединяется с главной дорогой, которая идет по побережью Каспийского моря в сторону Великого Шелкового пути. Бурное оживление этих мест началось в XV веке после военных походов Сефевидского ордена Персии. Купцы из Персии передвигались в сторону Дербента, а часть из них направлялись по этой дороге вдоль реки к горным населенным пунктам. У них с местным населением происходили товарно-денежные отношения, а также обменные, то есть товар на товар. Рядом с селом Киригар в конце 15 века строился вот этот караван-сарай. На лезгинском языке он называется так же, как и в Персии – карван-сара. Место строительства было выбрано из-за жизненных факторов. Расположение рядом источника воды, леса. Сначала он служил придорожным приютом для купцов. В дальнейшем караван-сарай стал самостоятельной социально-экономической и хозяйственной структурой. Вокруг образовалась базарная площадка. В основном в ходу были серебряные деньги, туманы. Местное население сюда приносило для продажи или обмена ремесленные изделия, изделия из кожи, фрукты, овощи, сухофрукты, молочные продукты, зерновые и так далее. Здесь продавались домашние животные – баран, корова, коза и птица. У купцов они приобретали соль, одежду, сладости, финики, шелк и многое-многое другое. Во все времена в селе были свои музыканты и певцы. Основными музыкальными инструментами были зурна, флейта, далдам, то есть прообраз барабана. Село помнит таких мастеров, как далдамчи Шериф, Абдуль-Джалил, зурначи Хуршид, Габибуллах, Шемседдин,
Ныне Зурначи Шихнюдюр продолжает традиции мастеров. Кухня в селе особо не отличалась своим разнообразием. Основой питания служили хлеб из пресного и кислого теста, выпеченный в традиционных хлебных печах. Основные блюда были мучными и молочными. Это хашил, хинкал. Молоко было основой разных супов, сыра, кислых напитков, масла. Айран, который оставался после выбирания масла в глиняной овальной посуде никиган, использовался для приготовления разных блюд. Мясо и рыба использовались довольно широко. На зиму заготавливали сушеное мясо, а также рыбу. Из мяса готовили шурва, долма, шашлык. Также ели вареное мясо, запивая бульоном. Особое место можно выделить национальной еде, как чебуреки. Для приготовления чебурек использовали травы. Они получаются настолько вкусными, что с начала весны и до поздней осени были почти еженедельной едой. По мере развития в регионе торговых отношений с Ближним Востоком, кухня постепенно обогащалась различными приправами, блюдами, сладостями. Добавились блюда из риса. Он занял прочное место в кухне села. Некоторые изделия из риса стали праздничными. Способ приготовления хинкала, национального блюда лезгин, до сих пор остается неизменным. Готовим лезгинский пальчиковый хингал. Для этого нам нужны продукты: лук, чеснок, яйца, соль, молотые орехи, сливочное масло для добавки в тесто, мука для скалки теста, топленое масло для подливки, курица и вода. Для замешивания теста я мешаю масло сливочное, яйцо и соль. Чуть-чуть. Да, и соль. На деревянную доску для скалки теста мы кладем муку. Затем берем тесто и делим его на 3 части. С 3 частей теста делаем комочки круглой формы. Берем один комочек круглой формы и кладем на деревянную скалку. И сыпем с мукой. Теперь мы раскатываем тесто до среднего размера. Теперь мы на раскатанное тесто посыпаем муку. А теперь мы режем ножом тесто на узкие полосочки. Полосочку теста раскатываем на дощечке и придаем круглую форму. Такие полосочки круглой формы мы делим на кубики. И кубики мы нажимаем пальцем. Бульон сварен, и мы вынимаем курицу. Готовые пальчиковые изделия мы бросаем в кипящую воду. Нарезаем на мелкие кусочки. Бородку, потом добавляем топленое масло для жарки. Поджаривается лук до полной готовности. Мы очищаем 4 долька чеснока. Очищенные дольки чеснока кладем в ступню для чеснока. Опускаем ступню для чеснока
Помочь его там. Добавляем. Добавляем соль. И теперь мы ступней начинаем толочь чеснок в этой ступне. В толченый чеснок мы добавляем охлажденный бульон. Готовый хинкал наливаем в тарелки. В тарелку. Готовый хинкал наливаем в тарелку. Добавляем поджаренный лук с маслом. Затем добавляем чесночный бульон, ложечку. Чеснока. Ложечку. Ложечку или 2 ложки? Молотый орех. Кладем вареную курочку сверху. Приятного аппетита! Ну, шхурай. Почитание предков – одна из важнейших основ традиционной культуры лезгинского народа. Многовековая языческая традиция посещения могил предков, постепенно принимая оттенки ислама, сохранилась до сегодняшних дней. Рано утром мужское население села собирается в старом селе на территории пира Дервиш Мухаммад, вспоминают предков, отдают им дань уважения. Каждый берет с собой подношения. В старые времена их клали на могилы, а ныне эти подношения кладут на большую скатерть. Подходят несколько человек, смешивают их и раздают всем. Мулла читает Коран. Все произносят молитву. Далее выходят наружу по одному, пожимая друг другу руку, просят прощения за возможные обиды, образовывая большой круг. Этот день называют еще Днем примирения. После молитвы под руководством управляющего села начинают обсуждение насущных вопросов. Продолжается праздник целый день. Все ходят друг к другу в гости, посещают своих родственников.